Здравствуйте, друзья, родственники. Я хочу немного добавить, потому что брат уже рассказал, что когда телевизоры появились у нас, экран не маленький был, черно-белый. И вот отец все время, как идет парад 7 ноября, показывают этих, кто на парад шел, на парад, и после бой отправляли. Он говорит, смотри, меня увидишь, может быть. Ну а я все, экран маленький, раз сильно-то увидишь. Сейчас, конечно, вот такие экраны, может быть, и увидишь. Ну, что сказать, после этого парада он попал на фронт в Москве. Воевал. Вот говорит этот самый Тадыр, это было у него, он был отец, командир орудия ПТР, это противотанковое оружие. Он мне помогал. Вот он смотрит, немцы пристрелялись. Отец, давай уходить. Они начали подниматься выше, там на горе были. Выше подниматься, опять стреляют. И мальчишка этот Тадыр не успел уйти. И как раз взорвался. Отец, говорит, погиб. Мне рассказывал. Ну и после этих боев под Москвой отца ранило. Лежал он в госпитале. В госпитале лежал, ему операцию сделали, после операции все говорит хирург, смотрите, вот этот спортсмен, он говорит, пуля пролетела на вылет, нет, сердце тут задело. Она, правда, как раз в момент пролета сердце успело сжаться. Пуля пролетела и раскрылось сердце. Вот он живой остался. После этого он в госпитале лежал. После госпиталя он до госпиталя еще фронты были, на фронтах он в футбол играл. Люди ходили, говорили, грузин придет, играть будет, а не будет. А его кликуха была грузин у отца. Он играл, танцует, как на месте аж пляшет. И после этого он в госпитале, уже война дальше прошла на запад, вот он попал в Белоруссию, на Украину, и в Прибалтику. Там освобождали они от этих зверей, зверей этих самых бандеровцев, ну... То звери они, да, звери были, лесные. И, короче, он освобождал, там много было у него. После войны, закончил войну, приехал уже в звании лейтенанта Бабакан. И вот мы с ним раньше вот на охоту ходили здесь, у нас был чисто до того часть. Вот мы ночуем с ним, на лошадях приехали, обоя. Подходит к нам лось здоровый. Отец, он говорит, ни в коем случае нельзя, это лось, с заповедника где-то сбежал. Нельзя, говорит, стрелять. Он вообще, мы на моралах охотничали. Лицензию взял, так и не убили мы с ним. 10 дней прожили в тайге, так и не убили. Ну, этих не считая птиц. Рябчик, ну, глухари, да, рябчик, это не считая. Видал медведей я, но вот отец был очень честным человеком. Он все время у нас, даже помню в детстве, в карты мы только сядем играть, он увидит, сразу хватает, рвет, выбрасывает. Он не давал нам играть. Это, говорит, нельзя играть вам, детям. И вот что еще хотел сказать. Много уже говорили о нем, я вот хотел тоже рассказать, но уже много говорили, поэтому, наверное, достаточно. Сергей вот сейчас интересно рассказал, что папа в самом деле не разрешал играть в разные игры спортивные, но в карты для него. Он, когда я училась во 2 классе, он купил пачку новых красивых карт и оставил на столе случайно. Ну, мы с дети взяли и начали играть. Ну и он сразу как увидел, он раз в печку и закинул. Вот. Но дело в том, что запретный плод слаще со 2 класса, нет, я, наверное, с 5 лет уже в 9 с мужчинами, взрослыми, со 2 класса я в 1066 такие игры, которые играют взрослые. Ну просто голова соображала, меня всегда брали. И он только первый раз, уже я в 10 классе училась, нужно было ночью ждать, когда футбол в 4 часа утра, значит, до 4 надо было это. Они, значит, сели в тыщенку играть. А не хватало одного человека. Говорит, давайте Галя сядет. Как Галя? Играть не умеет.
И он только первый раз узнал, что я могу играть в 1066. Ну, это уже так, принесло, я просто вспомнила. Вот. Ну, что я хотела рассказать? Многое что-то рассказали братья мои. Я хотела бы, наверное, коснуться, как он вот в 65-м, 66-м он взял дом в Деревчиле, но квартира у нас в Абакане была. И как мы там жили, и как он вот про животных пишет, про тот же слепой охотник, да? Когда читаешь, уже вспоминаешь. У нас была лошадь, Майка ее звали. И вот ее, когда сенокос идет, так как это сейчас на тракторах косят, а тогда прокосы 5 метров, все это прокашивали, и потом семьи только занимались вот этим вот. И вот лошадь настолько привыкла, что можно вот лечь и спать лечь в телегу, и она до дому довозила. И поэтому в слепом охотнике именно он говорит, лишь бы до лошади добраться. Если я доберусь до лошади, значит, все, я живой останусь, до дома всегда доеду. Поэтому животные всегда были очень, вот, ну как люди относятся к ним, так и они. И вот вы знаете, вот я сейчас вспоминаю, именно если уж про животных начала говорить, у нас, значит, мы с папой курицы положили 22 яйца, помню, утиных. Но из этих 22 всего один утенок вывелся, остальные все погибли. Ну, на курице это совсем разная температура, но он был у нас как маленький ребеночек. Мы с ним вот растили, вот так вот ходили, а потом, я помню, папа пошел в баню, одел, значит, это самое, шапку такую, ушанку, фуфайку, приходит, он вот так вот, утеночек в ванной был, вот так пятится, тик-ток, тик-ток. А папа это комментирует тоже, тик-ток, тик-ток. А он говорит, ты что, меня не узнаешь? Вот так скидывает шапку, фуфайку, и он увидел вот так, я тебе, и прыгает вот крылышками вперед к нему. Это вот нужно было видеть, и это все папа комментировал. Вот настолько он любил животных, он разговаривал с ними, ну, я, наверное, у меня передалось, я тоже не могу мимо. Кошки, собаки просто даже, которые бегают на улице, обязательно нужно поговорить, они все ко мне идут. Вот. И вот не просто вот эти примеры, которые именно с охоты, все. Потом однажды, помню, тоже в Деревчиле, он говорит, я хотел тебе привезти барсука. Но когда начал его из норы вытаскивать, он меня сильно укусил руку. А потом подумал, если он меня укусил, значит тебя тоже может укусить. Я поэтому оставил, пускай живет своей жизнью. Ну, в смысле, вот любовь к животным, к людям у него, вот нас учило это с детства. И помню, не только вот это, как людям, если, допустим, вот мы должны классом куда-то пойти в поход или еще что-нибудь, папа всегда говорил, мама, полы мой, самое главное для нее это уборка квартиры и полы 3 раза в день. Вот. А папа говорит, нет, если она классом идет куда-то, значит нужно с классом. Общество есть общество, никаких полов, полы никуда не уйдут. И вот к этому он приучал нас, наверное, с детства, чтобы быть с обществом, быть с детьми, быть, ну, мероприятие, все относиться к этому очень серьезно. Мага. Ну, а? Мага. Ну, про магу-то я обязательно. Вот я, кстати, куклы здесь выставила, охотницу магу сделала. Значит, вспоминаю, вот здесь ружье и одна палка. Кто, может, не знает, но охотники, вот лыжи хакасские, да, именно внизу камуш шерстяные, чтобы можно было спокойно подниматься, метровые где-то лыжи, подниматься и с одной палкой. Я вначале думала, ну спортивные, мы на 2 палках с ним это самое ездили, а он на одной палке. И я тогда увидела, первый раз я увидела, как он залез на высокую-высокую гору и крикнул, эй, и мы как раз втроем были, на лыжах только спортивных. И он говорит, эй, крикнул. И вот этой палкой, управляя вот так, там сплошной лес. Вот так вот смотришь, сплошной лес. И он
и оказался около нас. У нас была собака Барса, это ирландский сеттер, тогда в Хакасии единственная собака была. Она ходила на любого зверя, значит, она ходила и на медведя, и на морала, и на мелких, это самое, но это ирландский сеттер. Ну, единственное, что ее перепонки эти мучили зимой по снегу, ну, хорошо, зато было по снегу ходить. Вот. Много очень воспоминаний, все, когда она щенилась, у нее было всегда по 9 щенят. А так как в основном в Перечуре она жила, у нее, значит, ну там лайки разные такие, это охотничьи собаки, и получались очень хорошие щенята. И как только они появлялись, вокруг дома уже глазом наметом смотрели, как бы какой щенок не выбежал, чтобы можно было его взять. И все время старались это. Ну, стеснялись, тогда время было такое, наверное, стеснялись подойти и сказать, дайте нам собачку. Ну, кто бы против был. Вот, поэтому мы всегда с животными были. Вот начала про Беречур говорить, и что-то у меня, значит, папе на 50 лет, ему в 66-м году в Беречуре отмечали юбилей 50 лет, ему подарили даренку. И вот, а у него кинокамеры, прожектора всегда были дома, потому что он был начальник киносъемочной группы, и он всегда находился это. И здесь, значит, просто он что-то увидел, 2 собаки, значит, щенок Барсон, это ирландский сеттер, кошка любила спать под мышкой, и поросенок маленький. Они все вчетвером в уголке при Перечуре спали. Отец подносит прожектор. Ну, Барса была самая умная, она встала, потихоньку ушла, а эти как втроем лежали, спали, так они, папа сфотографировал, фотографии у меня здесь. Фотографии у меня, значит, здесь, если кому интересно, можно посмотреть, фотографии у меня разные, значит, вот я пого, который сделала, вот белое, это родовое пого, там родовые знаки тоже можно будет увидеть. Какие-то эти самые... Род Костяковых я на ватмане сделала. Ну, с фотографией, в общем-то, можно подойти, потом посмотреть. Древо. Древо, да, рода Костяковых. Ну, про магу. Теперь вот Галина Григорьевна говорит, про магу расскажи. Мага – это невыдуманная история. Мага в самом деле существовала. Папа о ней писал, но она была последняя жительница Мартона Карасука. Охотница. Да, она охотница, там они красивая женщина. И вот пишут, значит, что вот она ходила на охоту, все это, конечно, интересно, все, ну, рассказы можно всегда прочитать. Но самое интересное, из того, когда мы вот ставили первый там менгиры, где Мартон Карасук, там недалеко, мы 2 менгира поставили обществом, значит. И когда Щелгы-Саба первый менгир поставили, недалеко от Синявина, приехали жители из Сахола, и, значит, они, ну, начали рассказывать. Я взяла что-то, они сказали, что последняя жительница Мартона Карасука была мага. Вот. И когда они начали рассказывать о ней, вот просто у меня даже просьба, или кто заинтересуется этой темой, можно много еще живых осталось, которые они помнят. И интересные вещи рассказывают. Вот женщина Орешкова, звать я уже забыла. Вот. И она, значит, даже знаю, где живет, я была у нее в гостях. Она рассказывала, что не просто она приглашала детей, вот такая же, как отец, ягодами угощала, там все это. Она на охоту ездила верхом на корове. Вот это самое интересное было, что вот верхом на корове. Я так думаю, как на корове можно 20 километров, за 20 километров я уезжала на несколько дней, она на медведя ходила, на всех живут. Думаю, как на корове можно на медведя? А корова как раз запахом привлекает медведя. Поэтому это хорошо. Молоко рядом, булку хлеба, толжан взяла и кушай. И не надо с собой много-много всяких продуктов брать. Вот это вот очень интересно. Я говорю, они вот, потом я что-то приехала в Уйбак, мне говорят, да, мы ее помним, мы ездили к ней, мы с ней общались.
Сейчас вот здесь в Абакане вот тоже девочки говорят, а мы ее помним, мы с ней общались. Вот как она на медведя шла с ножом только, вот это А, на медведя с ножом, вот это, по-моему, даже сказано в этом, в рассказе. Она, значит, как это самое, корова привлекала запах, да? Она была красивая, уже даже уже бабушка и молодая, она постоянно была на охоте. И когда медведь к ней подходит, и она, значит, или шапку, или что-нибудь подбрасывает, и это, в это время она ножом его, это, она хотела, в сердце прямо попадала. Ну, в общем, это уже как вот в рассказах, как там, это все, это не просто, это все примеры именно жизни. Как охотился, как он учил всех, вот это вот. И мое вот очень хорошее хотелось бы, вот здесь, значит, мы на 95 лет с Дом литераторов, это на 90 лет «Шелковый пояс», это вот такую книгу хотелось бы, чтобы все-таки книжное издательство переиздали как детские рассказы с картинками, потому что здесь очень интересные рассказы, именно детские. Говорят, нет хакасских писателей, которые пишут на детских, ну практически нет, мало произведений. А вот здесь вот все детские рассказы, именно детские, которые можно... Когда я пришла в Министерство образования, Сагалаков Юрий Гаврилович, он посмотрел, говорит, так мы учились по этим произведениям, мои родители учились по этим произведениям, почему до сих пор она не вышла именно это? А когда я вот так вот у Пети Забоева открыла эту книжку, мне Вера Варлам дала по звериным тропам, там рисунки обалденные, он говорит, книжка знакомая, а кто писатель-то? Я говорю, папа. Как папа? Мол, обложки тонкие были, они порвались, и все это самое, и никто не знает, чьи это произведения. И хотелось бы, чтобы вот такая книжка была бы, как детское издание издали. И вот на следующий год, в 2017 году, выйдет книжка, последняя, которая, так сказать, здесь, значит, две книжки на хакасском и на русском, все в одной книге. У меня была просто мечта, когда я познакомилась с Кенин Лапсангом, это Монгуш Бараховичем, с Тувы, ну, тувинский писатель, много у него всяких званий, не будем сейчас говорить. И я тогда посмотрела, у него было и на тувинском, и на русском. Я тогда себе задала, что нужно все произведения, значит, на хакасском и на русском. Вот две книги уже сделали. Сейчас вот в 2017 году должна выйти книжка, где стихи на хакасском и на русском. Те, которые переведены с хакасского на русский, обязательно там все должны быть. И песни, которые поются на хакасском и на русском, тоже с нотами туда нужно будет там сделать. И потом, значит, Сулико. Вот я про Сулико хотела еще отдельно сказать. Он перевел с грузинского языка на хакасский, но каждый день у нас постоянно собирались гости. Все с Хакасии, кроме с Хакасии, приезжали со всего Союза, писатели, режиссеры, кинорежиссеры, ну, в общем, много-много-много гостей было. Вот, и когда приезжали, каждый день, застолье почему-то, и каждый день вот это в первую очередь пелось Сулико на хакасском языке. И я была уверена, что это папина песня, но пели мама с папой, это самая любимая и семейная песня. Только во 2 классе я узнала, что Сулико это грузинская песня. И я была настолько удивлена, что это не папина песня, а это именно Сулико. Да, перевод. Вот для меня это было удивительно. Ну, конечно, очень здорово, что сегодня вспомнили все. И вот Черемуха. Черемуху Нежданова Надежда, это одна из известных певиц Советского Союза. Она исполнила эту песню Черемуху Папину, музыка Кинеля. Она исполнила по всему Союзу и за пределы Союза ездила, только на русском языке. Но песня обалденная. Вот недавно
Ираида Арпашева исполнила эту песню. Просто это вот настолько прямо упоительно, что вот эта музыка, когда мне плохо или что-нибудь, я нахожусь на природе, эта песня у меня идет, у меня все, я уже про все на свете забываю, что кругом там змеи, трава вот такая, в шлепанцах иду и пою эту песню. Потому что на самом деле уникальная песня, и ну, не только одна эта песня. Жданова и Шаляпин, они Да. были... Они из ведущих певцов Союза. Ну, жалко, что у нас сегодня нет гостей, которые бы исполнили песню, но я так думаю, что вы ее слушаете. А вот, кстати, я один раз, помню, я когда после института, вообще инженером-конструктором всю жизнь проработала, а после института я в Улан-Удэ была. И вот, знаете, сплю, и что-то знакомое у меня, это в Улан-Удэ находилось. И потом руки сами повели к радио. Я включила, и 20 минут я слушала папины песни, а папа парализованный дома лежал. Я лежу, сижу вот так, у меня слезы льют, я слушаю папины песни. Это вот вы знаете, насколько это вот к сердцу так это. Особенно, когда далеко, и папа парализованный. 12 лет он парализованный. 50, получается, 4 года его парализовало, он столько времени, Инсульт был. да, столько времени он, это самое, 12 лет. Хотя врачи, я приехала с соревнований, первенство Союза было по шахматам, я приехала, мне даже не сообщили уже, что он уже парализовал его, он лежал в больнице. Я приехала, и он, значит, это самое... с врачами переговорила, так это, он сказали, ну что ты, я говорю, может бросим институт около него, он говорит, а ты ничем не поможешь, он максимум 2 месяца проживет, все. Он прожил 12 лет, это благодаря тому, что занимался он спортом. Ну, это понятно. Все равно, хоть там иглотерапия, если он бы не спортивного сложения, он спортом бы не занимался столько лет. Врачи сказали, что больше 2 месяцев не проживешь, что ты ему руки не подставишь. Вот поэтому, что вот там китайцы приглашали иглотерапию, но это все равно. Просто я призываю заниматься всех спортом. Спасибо, я, конечно, много слишком потратила.